Здравствуйте, дорогие ученики! Первая тема сегодняшнего интерактивного урока будет у нас система оповещения города. Способ оповещения — это у нас сирены, расположенные на крышах высотных домов, гудки предприятий, уличные громкоговорители, проводное радиовещание, телевизионные приемники, мобильная связь, специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. В принципе, со всеми этими видами оповещения в период карантина, я думаю, вы уже познакомились. С сиреной речевыми установками, думаю, вы еще и во время учебы регулярно, соответственно, да, ежеквартально у вас проводятся тренировки, вот, или какие-либо другие, то, в принципе, думаю, с этими вещами вы уже знакомы. Вот. Основным способом оповещения населения является передача речевой информации с использованием сетей проводного, радио и телевизионного вещания. Для привлечения внимания населения передачи речевой информации включаются сирены, производственные гудки, сигнальные средства. Это сигнал внимания всем. Это вот, соответственно, да, ребята, обратите внимание, если вы вдруг услышали сигнал внимания всем, независимо от того, где вы находитесь, вам необходимо прослушать информацию. Соответственно, если есть возможность включить телевизор, радио, или же, если будет наружное оповещение, внимательно заслушать информацию. Или же, если есть доступ к интернету, то необходимо подключиться к телевизионным каналам. К счастью, у нас есть программы. Вот. Казахстан вроде называется, если не ошибаюсь, там у нас телевизионный канал наши государственные. Соответственно, в режиме онлайн вы можете просмотреть информацию там сразу. Система оповещения населения предназначена для своевременного принятия мер по защите населения при угрозе возникновения природного стихийного бедствия или производственной аварии и катастрофы. Оповещение – это экстренное доведение до органов управления и населения сигналов о соответствующей информации о чрезвычайной ситуации, сложившейся на определенной территории. Оповещение населения – это заблаговременное предупреждение населения о возможных чрезвычайных ситуациях и их действиях в условиях чрезвычайной ситуации. Услышав звонки сирены, как я и говорил, необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор, радиотрансляции, внимательно прослушать экстренные сообщения о сложившейся обстановке и порядке действий. Держать все эти средства постоянно включенными в течение всего периода ликвидации аварий, катастроф или стихийных бедствий. Звуки сирены означают сигнал внимания всем. Имейте в виду, пожалуйста, ребята. Также организация оповещения населения – это одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке проведения в этих условиях. Оповещение в чрезвычайных ситуациях – это экстренные действия, доведение до органов управления единой государственной системы, предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее сил населения, сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайных ситуациях. С каждым годом развитие технологий требует новых решений для улучшения качества жизни граждан. Смартфон является основным источником получения информации и всегда находится под рукой. Чтобы оперативно и массово информировать жителей города о штормовых предупреждениях, селевой и лавинной опасностях, неблагоприятных погодных условиях, землетрясениях, мы запустили мобильное приложение Дармен. Его основные преимущества – бесплатно для акимата и для всех жителей и гостей города. Поддержка популярных мобильных платформ iOS и Android. Мгновенная массовая отправка пуш-уведомлений. В мобильном приложении также доступно расписание самолетов, поездов, междугородних автобусов и интерактивная карта велостанций. Имеется возможность отправки обращений. Мобильное приложение Дармен. Легко и удобно. Скачивайте. Доступно в Google Play и App Store. Следующая наша тема – мобильное приложение Дармен. Дармен – это у нас отечественный стартап, разработанный совместными усилиями аппарата Акима города Алматы и департамента по чрезвычайным ситуациям нашего города. Так вот, мобильное приложение Дармен в первую очередь это информационный хаб для, скажем так, информирования населения, включая вас, соответственно, да, о чрезвычайных ситуациях, предупреждении о чрезвычайных ситуациях, да. Вот если зайдете в инструкции, там есть действия при чрезвычайных ситуациях, памятки, буклеты и вот подобное. Инструкции по, скажем так, да, действиям при чрезвычайной ситуации, оказанию доврачебной помощи и просто профилактика чрезвычайных ситуаций, что означает недопущение. Вот. Основана она, конечно, в 2018 году. Разработчик ТО iTunes считается. Скачивание 230 тысяч.
Смотрите, на данный момент, вот в 2018 году, во время, скажем так, да, самого начала программы старта, оно работало у нас только по городу Алматы. Только по городу Алматы. Но теперь, заметив, скажем так, ценность данного приложения, оно работает у нас по всей стране. Вот, с прошлого года. Из нужного сервиса здесь у нас push-уведомления, это обязательное уведомление о всех сложившихся ситуациях, скажем так. Да, это у нас похолодание, или наоборот потепление, штормовое предупреждение, да, где-то дороги, если перекрыты, это все показывает. Там главное настроить вашу точку. Допустим, здесь город Нур-Султан написано, но вы выбираете, соответственно, Алматы. Вот. Ну, есть опросы при желании, конечно, вашем. Онлайн-запись в частной государственной организации, что-то вроде ЕГОВ приложения, скажем так. Обращение к услугодателю, то есть к АйТУ, iTunik, скажем так. Ну и другие сервисы, это у нас налоги, поезда, вот подобные вещи, автобусы. Вот. Ну и, соответственно, с МЧС, видите, да, в первую очередь, потому что мы начали это делать. Комитет государственных доходов, Министерство здравоохранения, аппарат Акима города, Караганды, Павлодаров, вот можете заметить, да, соответственно, Яндекс, аэропорт города Нур-Султан, ОЖПС, жилищное хозяйство и Институт сейсмологии. Вот, все они пользуются Дарвином. По Институту сейсмологии мы, конечно, сейчас отдельно еще скажем, доведем, для чего было создано, скажем так, данное приложение изначально. По пуш-уведомлению, да, при поступлении событий появляется пуш-уведомление от трекинг статуса авиарейсов, соответственно, если задержка есть какая-то или отмена рейса, все там указывается в нашем мобильном приложении. Допустим, хотя, да, если покупали вы билет, в принципе, своим родителям, думаю, да, ребята из старших классов это делали уже онлайн, там за это отдельную плату еще просят. Здесь, в принципе, через приложение вы можете сами смотреть. Приложение, да, я еще раз повторюсь, абсолютно бесплатное для всех. За него платить не надо. Вот, соответственно, здесь изменение статуса рейса, как я говорил. Если есть отмена занятий, соответственно, здесь отмена занятий пишется. Вот. И вот если, допустим, обнаружили открытый колодец, просьба жителей сообщить о том, что есть открытый колодец. Соответственно, открытый колодец это что? В первую очередь, угроза жизни и здоровью людей, населения. Вот. Поэтому, если увидите такие вещи, допустим, сразу, пожалуйста, вот сообщайте. Допустим, есть контактные телефоны. Смотрите, количество установок, да, скажем так, от достижения данного приложения, это уже более 230 тысяч скачиваний. Вот. На 230 тысяч человек, скажем так, больше осведомлены в чрезвычайных ситуациях, скажем так, больше. 15 тысяч это у нас количество оповещений поданных, это вот непосредственно по чрезвычайным ситуациям. И 25 миллионов доставленных оповещений. Вот. Смотрите, получается, общее количество оповещений было 15 тысяч самих сообщений, а разослано 25 миллионов раз оно. Вот понимаете, да, какие масштабы? Работает оно через интернет, разумеется, но это связано с тем, чтобы обеспечить максимальную передачу информации, потому что вот, если помните, сель в 2015 году, когда сходил, там в связи, скажем так, да, сотовые операторы, когда мы передаем им информацию, заблаговременно, да, хочу уточнить, информация в любом случае поступит не сразу, а вот в течение нескольких часов. Вот, для этого специально мы изобрели мобильное приложение Дармен. И теперь, получается, оповещение стало моментальным. Вот, в принципе, даже если при проведении сейсмотренировок, либо каких-либо других тренировок, вы уже, наверное, получали вот, смс-ки, то, что оповещение, скажем так, зафиксировано землетрясение, вот, пожалуйста, покиньте помещение. Это у нас связано с тем, да, почему, немаловажный вопрос, почему к вам приходит сообщение. Это не мы отправляем, кстати, сообщение, да, прошу вас заметить. У нас, скажем так, по периметру города расположены есть сейсмодатчики, установлены. Вот. Они помогают предсказать землетрясение. Вот. Если, допустим, эти сейсмодатчики улавливают какие-либо толчки, да, скажем так, то сразу это автоматически поступает на ваши смартфоны, эта информация. Вот. Поэтому это не мы отправляем информацию, это уже непосредственно с датчиков идет к вам информация на мобильное устройство. Вот. Прошу заметить, это немаловажно. А по географии приложения Дармен, вот, как вы можете видеть, уже во многих городах, почти во всех крупных городах нашей страны есть. Вот. Количество доставленных сообщений, как я говорил, 25 миллионов. Так, ну, как я говорю, здесь в основном линия МЧС. Для этого она и создавалась. Но в связи с тем, что вы, в принципе, знаете, да, я думаю, вы, ребята, уже осведомлены в этом плане,
Само размещение приложений, допустим, на платформу Google Play, да, точнее в Play Market или Google Play, по-разному называется, App Store, да, там все это, конечно, платно. Вот. За бесплатно там, скажем так, никто этого делать не будет. Вот, в рамках социального проекта, скажем так, да. Вот, соответственно, допустим, авиарейсы, ЖД, это все создано для того, чтобы приложение было бесплатно для населения. Вот. Прошу, пожалуйста, это заметить. Поэтому это необходимый сервис. Но важно учитывать, что мобильное приложение поможет вам всегда быть в курсе чрезвычайных ситуаций грядущих или действий по ним. Вы можете обучиться. Соответственно, вы можете, если у вас, скажем так, занятия будут по ОБЖ или НВП, или у вас будет схема, да, тематика занятия схожая, вы можете посмотреть там, в принципе, да, допустим, не искать в интернете более проводимую информацию, которая может, кстати, быть ошибочной, немаловажно. Зайти в приложение Дармен и в инструкциях сразу прочитать. Вот. Да и, в принципе, для профилактики действий при чрезвычайных ситуациях и профилактики, в принципе, в чрезвычайных ситуациях необходимо, думаю, вам скачать. В принципе, приложение много времени занимает, вот, много места, точнее, на телефоне, поэтому попрошу вас всех скачать данное приложение. Да, если резюмировать, то это у нас, конечно, бесплатное приложение внедрение Дармен для проведения опросов, вот, можно занести, получение заявок на базе ЦП, приложение тестирования. Это у нас, конечно, все, если вы проходите регистрацию. Вот. Ну, у нас, соответственно, от нас это продвижение, вот, да, чем, собственно, кстати, мы и занимаемся в данный момент. И административная поддержка по тестированию сейсмооповещений. Вот. Основная, как я и говорил, основная, для чего создалось приложение, основная задача приложения, это у нас, конечно, оповещение о чрезвычайных ситуациях. Вот. 2020 года на площади Тавельсиздак города Кокшетау состоялся торжественный церемониал проведению присяги 147 курсантов первого курса факультета очного обучения Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан. В торжественном мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин и аким Акмолинской области Ермек Маджикбаев. Также министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин посетил Кокшетауский технический институт и ознакомился с материально-техническим оснащением учебно-тренировочного полигона КТИ. Я думаю, надолго запомнится молодым людям, что в знаменательный день, сегодняшний 2020 год, с вновь образованием, восстановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям и 25-летием образования государственной системы предупреждения чрезвычайной ситуации, им удостоена такая честь принять присягу для дальнейшего прохождения службы в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Сегодня я пожелал молодым ребятам, которые связали свою судьбу с защитой, предупреждением и ликвидацией чрезвычайной ситуации, успехов, благополучия, и невзирая на тяжелую пандемию, чтобы все были здоровы и чтобы их судьба была благосклонна к их профессии, которую они выбрали. С 8 класса я хотел стать военным человеком. После окончания 9 класса поступил в высший многопрофильный колледж гражданской защиты. На 3-м курсе я спас ребенка в 2018 году, после чего я мог уверенно сказать и подтвердил этим поступком, что моя будущая профессия – это спасатель. Ну и сейчас мы элемент, который посмотрели, это непосредственно учебное место, которое полигон с каждым годом обрастает новыми элементами. Задача Кокшетауского технического института наращивать учебно-материальную базу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить материально-техническое оснащение именно института с целью подготовки здесь квалифицированных спасателей, квалифицированных офицеров, которые придут служить уже в подразделение и знали, с чем им придется сталкиваться. К сожалению, на протяжении многих лет данной учебной базе не уделялось внимания. Я думаю, что в ближайшие годы мы должны эту базу сделать одной из самых передовых у нас в республике, где проходит подготовку не только курсанты, но и гарнизон Акмолинской области.